Что тебе привело к нам? Это было 2 года назад или 1,5 года назад, когда ты первый раз пришел к нам? Я не находил ответы, на которые искал. Задавал много вопросов разным бизнесменам, ходил с бизнес-планом, ходил с этими цифрами. И потом те инструменты, которые ты внедрял, тактическая стратегия расширения. По сути, мы зашли с тем продуктом, которого там не было. Если нет денег, если нет работы, вы вынуждены быть богатым теперь. Это очень-очень важно. Сколько у тебя сейчас торговых точек по всему Махачкале? У нас клиентская база сейчас около 3000 компаний B2B. Вы будете как на уровне банкротов, на уровне нищих, на уровне бедных людей. А это очень опасно. Есть программа богатства. Зарабатывайте, сохраняйте, приумножайте. Добрый вечер, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши зрители, уважаемые наши ученики. Добро пожаловать в наш прямой эфир. Я очень-очень рад всех вас видеть. Поприветствовать хочу вас на этом прямом эфире. Сегодня мы хотим обсуждать несколько вещей, которые будем говорить с одним из моих учеников, господин Шамиль из Махачкала, из Дагестана. Будем говорить по поводу того, новые возможности, новый взгляд, возможности в 2023 года. Будем говорить о тех бизнесах, которые актуальны в данный момент. Мы с вами хорошо понимаем, что в данный момент сложившаяся ситуация на рынке, она является для некоторых людей, она катастрофа. Для некоторых людей это большой риск. Для некоторых людей она является очень хорошей возможностью. Можно ли вообще ситуация, которая в данный момент происходит на рынке, его превращать для себя как на благо? 2 года назад, 1,5-2 года назад ко мне в Москве посещал наш семинар, или 1,5 года назад, по-моему, господин Шамиль. Вот. Он был у меня на часовой консультации, он посещал наш семинар, и потом, после того, когда семинар посещали и так далее, начал делать те советы, которые мы даем, практиковать и так далее, и на сегодняшний день он несколько раз увеличил свой бизнес. И поэтому я обычно в своих форумах только приглашаем наших учеников, которые достигли каких-то хороших, замечательных результатов, потому что система само или Сайдмурод Давлатов это равно результат. Человек, который посещает наши семинары, тренинги, он обязательно достигает результата, который он хочет. Главное, чтобы он сколько вкладывает усилий и так далее для этого. Смотрите, часто мне люди задают вопрос, как мне разбогатеть, как мне добиться успеха и так далее. Я хочу вам сказать одну очень интересную вещь. Вы знаете, у каждого героя есть наставник. Понимаете, да? У каждого героя есть наставник. У каждого спортсмена, чемпиона есть наставник. У каждого певца, который стал мировой известным человеком, у него есть наставник. Качество вашей жизни напрямую будут равно, кто ваш учитель, кто ваш наставник. Запомните это навсегда. Качество вашей жизни будут именно равно, кто ваш наставник. У кого вы учитесь, большое значение имеет. Очень большое значение имеет. Но ваш наставник или ваш учитель, это не тот, кто учит вас, а тот, у кого вы обучаетесь. Я имею в виду, есть учителя разные, есть разные тренеры, разные коучи, разные наставники. А вот у кого ваше сердце тянет учиться, вот он ваш настоящий наставник. Я хочу, чтобы мы с вами узнавали, что ему удалось практиковать из нашей системы. Шамиль, дорогой, добрый вечер. Шамиль из города Махачкала. Дорогой Шамиль, я хочу тебе задавать несколько вопросов, чтобы наша аудитория, то, что интересует и так далее. Подскажи, пожалуйста, что тебе привело к нам? Это было 2 года назад или 1,5 года назад, когда ты первый раз пришел к нам? Коротко и ясно, чтобы... Салам алейкум, дорогой наставник. Я пришел само на консультацию 1 год и 4 месяца назад. Получается, даже 1,5 года нету, да? Алхамдулилlah, вот. Отлично, да? Что тебе привело к нам, Шамиль, Проблемы. дорогой? В первую очередь привели проблемы, дорогой наставник. Как вы помните из нашей консультации, это были большие долги, проблемы с бизнесом, эмоциональная часть, которая не давала мне включиться заново в работу. Я не находил ответы, на которые искал.
задавал много вопросов разным бизнесменам, ходил с бизнес-планом, ходил с этими цифрами. Ну, рабочего инструментария, и чтобы кто-то мне простым, понятным, доступным языком объяснил, дал какой-то инструмент, дал надежду, что это не все потеряно. Как вы сказали, ничего страшного, бывает в бизнесе, это не беда. Я же уже считал себя банкротом, по сути. А вы так легко сказали, ну ничего, бывает, мелочи, сейчас исправим, садись и слушай. И вот... По сути, мы реально с тобой справились с этой задачей. Так же? Знаешь, на самом деле, очень тяжело, когда человек не знает, как решать эти задачи. Потом, когда ты находишься в тревожном состоянии, депрессивном, когда со всех сторон долги давят на тебя, это очень сложно. Это действительно практически что-то очень сложно. Но она легко выглядит в руках того, кто это уже знает, как решить. Поэтому, поскольку пережили это все и много раз еще, кроме себя, нам удалось помогать многим людям же выбраться из долгов и так далее. Поэтому было проще и легче. Намного было проще и легче. Поэтому я тебе сказал, ты вообще не переживай на это. По этому поводу очень легко можно справиться с этой задачей и так далее. И скажи, пожалуйста, сейчас, за этот год и 4 месяца, какие результаты ты достиг? Чтобы не выглядело так, что хвастает наставник. Очень говорить просто как есть. Разница между той компанией, той ситуацией, которая у меня была, и компанией, холдингом, который сейчас есть. Но из банкрота получился большой холдинг. Как, к примеру скажу, буквально 10 минут назад девочка заходит из другого отдела и говорит, а что, у нас и кофейня есть? Я говорю, мне кажется, у нас компания уже как Китай стала большая, даже не знаете, что внутри есть, настолько уже разрослась компания из той маленькой фирмы, которая была. Выросли мы, на тот момент у нас было 22, по-моему, сотрудника, сейчас 78, была одна компания, сейчас итого в комплексе 8, обороты выросли у нас больше, чем в 3 раза. 3 раза. Машалла, я очень рад. Смотри, Шамиль, дорогой, мы это сделали за 1,5 года. Получается, что период вот это все неопределенности, период вот это сложившаяся ситуация на рынке, политическая ситуация на рынке. Вот это для кого-то это кризис, для кого-то это возможность. За это годы 4 месяца, это получается, что в этот период, когда много людей психологически переживают, сломаются и так далее, в этот период это сделали. Поэтому мы пригласили вас, чтобы в нашем форуме в Туркестане со мной быть спикером. Потому что именно мы на сцене пускаем обычно в наших форумах только те ученики, которые достигли определенных результатов. Вот новый взгляд, возможности, новый взгляд в бизнес 2023 год. Форум так и называется. И на этом форуме о чем ты будешь говорить? Ты со своим опытом собираешься делиться и так далее. Слушатели хотят знать, чтобы прийти на форум, что я поделюсь с ними, наставник, в первую очередь стратегией, которую мы выбрали тогда. Как без денег. Мы же практически без денег вытащили всю эту компанию. Закрыли долги, закрыли все обязательства. Без средств, без миллиона, без миллиарда мы вытянули просто, сколько? Минус 200, минус 1 200 000, минус 1 400 000 мы закрывали каждый прошедший месяц. Помимо того, что уже есть проблемы. И как мы построили вот эту систему, как компания создавала другую компанию, структуру, как они начинали взаимодействовать, как вот эту воронку создать от клиента. Не просто пришел, ушел, а как его именно прорабатывать на уровне всех компаний в структуре. Тут основная суть, посыл для предпринимателей будет, как без денег практически можно построить большую компанию, как стратегию выбрать. Ты будешь делиться той стратегией, которую мы с тобой расписали в момент консультации, пошагово, который ты пошел делал и так далее.
и потом те инструменты, которые ты внедрял, что у тебя работало, что не работало и так далее. И потом ты покажешь тактическую стратегию расширения, когда ты из долги уменьшились, и когда ты пришел в более стабильное состояние, как тебе удалось расширять. Да. Так получается? Как решили Отлично, бороться, очень хорошо. как решили развивать эту компанию, как мы убрали все сомнения, все страхи. И вот как один за другим мы пошли, делали. Вы же помните, каждый месяц практически писал, консультировался. Вот это сделал, вот это давай, это сделал, давай теперь вот это. И вот весь этап вот за последние годы, 4 месяца, как мы вот из такого построили такую большую компанию. Да. Я думаю, что если ты его разделяешь на шагах, например, да, точка А, вот такие по пунктам, такие проблемы и так далее, да, и в точка Б, разработка стратегии. Вот она начали там, первый шаг, разработка стратегии, второй шаг, например, анализ там такие показатели, третий шаг, разработка финансовых показателей, финансовой аналитики и так далее. Четвертый. Вот если вот так где-то 7 шагов или 10 шагов ты это все покажешь, это будет бесценный урок. Честно скажу вам, это бесценный урок. Это очень круто. Пережитая нами информация, пережитые нами вот эти эмоции, пережитые последовательность, все эти трудности, как мы их проходили, я думаю, с этим очень много людей сталкивается. Любой, кто стоит на грани банкротства, он так или иначе, я же уже скольких ребят видел, общался, они практически то же самое переживают. Да. Они, похоже, ситуации будут пережить, и это очень спасет их бизнес. Это очень хорошо. Суть, вообще цель этого, вот это, скажем, вот эта форма, которую мы делаем, суть в том, чтобы мы помогли бизнесменам не потерять свой бизнес. В период вот этой неопределенности, период кризиса, чтобы мы помогли, чтобы они не потеряли бизнес раз, и во-вторых, чтобы мы помогли им, чтобы они могли расширять свой бизнес. Или, возможно, кто-то, приобретая гибкость сознания, могут менять свой бизнес-модель, кто-то могут менять свой путь, кто-то менять будут продукт, кто-то что-то по-другому будет делать, но самое главное, для кого-то открываться будут новые возможности. Вот это очень хорошо. Это очень-очень должно быть хорошее выступление, я этому верю. Почему? Потому что я знаю, как ты пошагово двигался. Скажи, пожалуйста, что стало тебе ключевым моментом, что ты даже захотел стать франчайзером само по Дагестане? Ты приобрел франшизу само там в Дагестане. Что тебе подтолкнуло к этому? Первый день консультации, я же немного скептик. Я вам сказал, если эта система работает, если действительно это все не так сложно, и я выберусь из этой ситуации, я обещаю, что я как минимум 100 предпринимателей вот эту помогу таким же, как я, донести эту информацию, помогу им выбраться из аналогичных проблем. И когда все заработало, я дал слово там, и мне надо было его сдержать. И это очень с такими благими намерениями я взял франшизу. И получается, за год 1200 людей обучились у нас. Сколько благодарности? 1200. За год. За год. 1200 бизнесмен учились нашей системе Махачкале. Это вокруг все Хасавюрт и так далее, со всего Дагестана и так далее. Машаллах. Вы знаете, какое это доброе дело. Представь на минуту, если 10% из них 100% практиковал, 60% из них средно практиковал, 30% из них чуть-чуть практиковал. Я могу уверенно сказать, в течение 5 лет среди них появится куча миллионеров. Это очень круто, это очень большое доброе дело. Молодец. Ты очень большой вклад внес в свою страну, большой вклад внес в жизнь этих людей. Потому что предприниматель, он создал рабочие места, он платит налоги, он платит, получается, зарплата, он улучшает тот среду, где он живет. Предприниматель делает дороги, предприниматель строит клиники, больницы, школы, детские сады, магазины, аптеки и так далее. Поэтому предприниматель, чем станет умнее, тем вокруг него мир станет лучше. Он создатель, он реально создает, меняет облик
города, меняет облик общества. Дорогие друзья, я хочу сказать, что мы на самом деле влияем друг на друга, особенно либо лучшую сторону, либо хуже сторону. Наши поступки, наши действия, они влияют друг на друга. Если мы осознанно это лучшую сторону действия совершаем, чтобы влиять друг друга лучшую сторону, это благодать. На это священный месяц Рамазан, это очень-очень благодать. Большое спасибо. Мы ждем тебя в форуме в Туркестане с этими формулами пошагово, как от долгах, от банкротства ты поднимался и привел компанию до такой уровень. Сколько у тебя сейчас торговых точек по всему Махачкале? Ну, у нас клиентская база сейчас около 3000 компаний B2B. Активные торговые точки 3000. Это отлично, да. Которые от тебя B2B берут и продают твой товар. И, ребята, это очень круто, очень круто. 3000 B2B, это клиенты, это означает, что вы продаете другому бизнесу, тот бизнес продает ваш продукт. 3000 активной клиентской базы, это очень крутой шанс. Вы молодец. Вы лидер на рынке не кофе только сейчас? уже на кофе наставник. Мы уже лидеры в ивент, организации мероприятий по республике. 500 тысяч человек наши мероприятия посетили за этот год. Это самый большой показатель. 36 мероприятий крупных республики устроили. Да, вот за этот год. Вы не просто 36. Давно не делился с вами, насколько мы разрослись, какие у нас появились направления и как вот это все склеится, это вообще невероятно. Тогда твоя задача, как ты думаешь, для этого это тебе помогло, стратегическое мышление у тебя поменялось? Это стратегическое мышление, это постоянное обучение. Вы помните, я систематизацию проходил в трех потоках одновременно, чтобы лучше усвоить, быстрее усвоить. Почему? Да, потому что у меня не было времени, не было этой роскоши времени потратить, долго учиться и долго размышлять. Мне надо, утопающий хватается за соломинку. Я вот схватился за соломинку. У тебя была проблема, долги надо было держаться. Не было времени долго тянуть. У меня в день же практически минус 100 тысяч ежедневно я нес ущерб. Мне надо было быстро реанимироваться, пока, чтобы удержать компанию. Сейчас кадровое агентство у нас по найму трудоустройства персонала, оно номер 1. Ивент-агентство, оно номер 1. По кофе-брейк организации номер 1. Кофе-стрит-сервис номер 1. Сервисный центр один из лучших. На втором-третьем месте, но мы станем, иншалла, номер 1. И еще 3 растущих направления. Это еще много чего я поделюсь на форуме. Еще 5 направлений у нас вот растут, как малые дети, быстро. Итого очень интересно получается. И в форуме, которые в Туркестане будут, ты поделись, пожалуйста, из этого все, как ты добавили эти направления и так далее. Что стало причиной, что ты их добавил? Почему вокруг этого ты это все добавил? Это очень важно. Потому что люди, которые будут в форуме, они приходят, чтобы первое понять, какие инструменты работают, второе направление, как выбрать и так далее. И третье, как адаптировать свой бизнес к новой реалии. И как ускорить себя или усилить себя, или дополнительные доходы иметь. Это вообще круто поможет. Очень сильно поможет многим людям. Буду ждать тебя. Давай я включу комментарий, пусть, поскольку я только что с самолета просто, уважаемые слушатели, с самолета, у нас в Актубе закончили форум 2 дня назад, и там мы закончили, и прилетел сейчас в Актубе, в Шимкент, на открытии нашей школы «Дети на миллион», потом поедем в Туркестан на форуме. Поэтому получается, что от того, что только прилетел, самолет задержались. Поэтому получилось так, что 1,5 часа, 2 часа поздно вышли на эфир, но мы все равно будем этот эфир вести, потому что запись остается, вы можете потом послушать, видеть и так далее. Можете задавать вопрос, уважаемые слушатели, уважаемые участники, кто сейчас нас слышит. Цена форума. Цена форума вы можете узнавать в наших соцсетях и так далее. Честное слово, я даже не знаю. Жанат, я даже не знаю. Честно скажу вам, недорогие билеты там, это совсем недорогие билеты. Представьте, ценности знаний, которые делят ребята, я буду делиться. Я буду давать абсолютно новые инструменты, которые ни в одном своем тренинге не давал. Понимаете?
Я в этом форме сейчас буду давать инструменты, которые ни в одном своем тренинге не давал. Вы понимаете, это новые разработки и так далее, это крутые вещи. Вот. А наши ребята, наши ученики будут давать то, что за этот период неопределенности, кризисный период, как нам вместе удалось вот такие крутые вещи сделать. Вот. Кто-то спрашивает, Шамиль, сколько стоит обучение Махачкале, школа само? Шамиль, вот, вы же там отдельные тренинги не проводите, по-моему, или проводите? Вы, скорее всего, дорабатываем после того, что тренинги люди прошли в нашей системе, так? Расскажите, как это происходит в Махачкале. Расскажу. В тренинговом центре само Махачкала каждую субботу проходит обучение. Закрепление того материала, который прошли на систематизацию бизнеса, на ММКП. Ребята, которые обучились, приходят, и мы этот материал еженедельно повторяем, я помогаю им разобраться в этом материале. Потому что за 4 дня его плотно усвоить, запомнить можно, но когда применяют, начинаются вопросы. И мы вот куча вопросов. И группа собирается, и мы его разбираем. Детально на мелочи разбираем. И наши двери открыты для тех, кто хочет послушать, окунуться в эту атмосферу. Всегда может прийти, задать вопросы тем, кто уже прошел обучение, тем, кто в нашем клубе. Спокойно заходят, задают вопросы, мы им помогаем. Вот так вот. Двери открыты. Да, очень. Да. Мидер пишет, я хочу обучаться у вас, наставник, у меня долги, как быть, не могу уже. Хочется просто умереть. Мидер, дорогой, мой совет, сначала найди, пожалуйста, мою книгу «Долги тают на глазах». 7 раз прочитай эту книгу. Второе, найди, пожалуйста, книга «Камень и лицо, черное сердце». Прочитай его несколько раз. В свое время эта книга мне помогла. И третье, найди меня и как-то-нибудь попасть на часовой консультации. Иначе ты будешь долго так мучиться. Вот то, что ты говоришь, хочешь. Даже долги привели тебя до такой, что хочется умирать, говорит. И это уже как раз это уже тот этап, когда уже нервы сдаются, тот этап, когда уже очень тяжело. Я это понимаю. В Ташкенте будут само. Конечно, в Ташкенте есть само и работает, а в офисе постоянно идет тренинг и так далее. Я Актау не знаю, когда будем. Вот. Форум буду даже 22 апреля в городе Туркестан. Да, пожалуйста. Вот. Кто-то пишет камень. Как я ничего не понимаю, про какой камень вы говорите. Честное слово, не понял. С чего начинаем? Начинающему массажисту. Начинаем массажисту, если она хочет, чтобы... Массажист, если хочет, чтобы делать бизнес, у нас есть ученики, которые начали именно с этого, постепенно построили свой бизнес, как массажисты и так далее. Город Чимкент, я сейчас нахожусь, как раз здесь есть у меня ученик, который тоже, кстати, пришел ко мне 4-5 лет назад долгами, а сейчас уже 4 источника дохода. Он как массажный центр держит, и его масштабируют уже в Самарканде, и здесь, еще в других городах и так далее. В Алмате, нет, форума в ближайшее время в Алмате не будет. Сейчас в Махачкале, в Туркестане будет. Следующий, не знаю, честное слово, надо спросить. Вот. В Махачкале есть ваши книги, говорит, да. Вы можете вот, Шамиль, скажите, пожалуйста, Махачкале, где люди могут купить книги? У нас в офисе, либо написать нам Instagram World Само Махачкала. И адрес вашего офиса или что-то скажите, чтобы Сергокалинская, 1А, 3-й этаж, офис Само. Кто-то спрашивает, ваша книга «Инвестор» вышла уже? Нет, еще не вышла, потому что ситуация на рынке поменялась. Я дорабатываю книгу. Когда я написал книги, ситуация на рынке была другой ситуацией, другой уровень был. Рынок был совсем по-другому. Потом пандемия началась и так далее, после пандемии и так далее. Поэтому я сейчас инструменты добавляю, которые могут актуальным быть на сегодня, чтобы даже если сегодня вы инвестировали, что вы могли не потерять свои деньги. Поэтому я книгу дорабатываю. Видите, книга 51, но он должен дать хороший результат. Поэтому еще не выпустил. До конца этого года я планирую, иншаллах, минимум 2 книги точно предоставить вам. Это «Я инвестор». И следующая книга, это 15 заповедей руководителя. Это для бизнесменов. «Я инвестор» для массового народа.
Вот, хорошо, хорошо. Устот Чарахамай, кто худро базован, тоджики, таджимана Миша. Да, кто-то спрашивает меня, почему наставник на все ваши книги переведены на таджикском языке? Буду, дорогой мой, все будет, потихонечку все будет. Постепенно все приводим, в обязательном порядке все будем. Караганды пока я не знаю. Караганде давно не был, наверное, уже больше 7 лет, 8 лет не был в Караганде. Не знаю пока, честное слово. Какой бизнес лучше делать в Узбекистане? Узбекистан сейчас растущий рынок. Любой бизнес можно делать. Это торговля, это услуги, это строительство, это логистика, это экспорт. Сейчас в Узбекистане актуальны все эти направления, которые я говорю. Производство, продукты питания, производство текстиля и так далее. Делайте то, что хорошо понимаете. Здравствуйте, наставник. Как менять мышление должника на мышление победителя? О, очень хорошо. Самое первое, вы должны признавать, что у вас есть мышление должника, осознавать это. Второе, остановите, дальше не берите новые долги. Вы должны четко осознать, нельзя брать новые долги. Потому что вы, если будете продолжать брать новые долги, вы сами себе загоняете еще хуже положение, потом выход будет труднее, труднее, труднее. Поэтому второй шаг, вы должны осознанно остановить себя, не брать новые долги. Третье, вы должны научиться, как работать с проблемными кредиторами, проблемными долгами. Четвертое, вы должны ежемесячно составить систему долги на глазах. В книге она есть. Каждый месяц по чуть-чуть начинает отдавать. Пятое, вы должны создавать фильтр, чтобы ваш мозг мог бы сосредоточиться на доход. Потому что ваш мозг так построен, что о чем думаете, то и приумножается. А мозг не понимает, вам на пользу или на вред. Если вы думаете о долги, долги увеличиваются. Если думаете о болезни, болезнь увеличивается. Если думаете о проблеме, проблема увеличивается. Мозг, он не может разницу понять. Это вам полезно, не полезно. Вы начали об этом думать. Это означает, мозг думает, что вы это ставили для себя центр внимания, значит, это для вас очень важно. Вы куда направляете свое внимание, туда направлена ваша созидающая энергия. И о чем думаете, то и приумножается потом. Все, что человек ставит в центр своего внимания, имеет свойство приумножаться. Поэтому вот создание фильтра очень много важной роли играет, чтобы потом вы переключать могли свой мозг на доход и так далее. Это все определенная работа требует. И не однодневная работа. Это каждый день надо делать. Каждый день. Как молитву читаешь 5 раз в день. Это чтобы свой характер воспитать, свой духовный интеллект поднимать, свой веру укрепить. Точно так же здесь должно быть такой подход, такая работа. Иначе по-другому у вас не получится. Найдите мою книгу, прочитайте «Долги на глазах». Здравствуйте, уважаемый Сармот Давлат, я с Ташкента, я работаю обычным наемным. Прочитал 2 ваши книги, часто смотрю вас на Ютубе, да? В YouTube-канале. Скажите, пожалуйста, чего начинать? Очень хочу открыть свой бизнес. Начинайте там, что хорошо понимаете. Всегда начните с маркетинга. Без маркетинга нельзя ничего либо делать. Начните с того, что вы хорошо понимаете. Секрет такой. Куда потратили свое время, у вас есть шанс там быть успешным. Вот на что потратили время, у вас есть больше навыков, больше компетенций. Значит, вы там больше преуспеваете, чем в другом области. Поэтому оттуда начните. Второе, именно там научитесь зарабатывать постепенно и постепенно подниматься. Подскажите, пожалуйста, я хотел открыть учебный центр, но не знаю, с чего начинать. У меня нет денег, нет работы. Вау, очень хорошая возможность для вас как раз побыстрее стать богатым. Если нет денег, если нет работы, вы вынуждены быть богатым теперь. Это очень-очень важно. Поэтому другого варианта нет у вас. Еще месяц подождите, и тогда жизнь заставит вас чуть-чуть поголодать, точно начнете что-то хорошее придумывать. Потому что жизнь, вообще жизнь сама по себе, она растет через эволюцию. То есть вы должны что-то пережить. Что-то пережить, чтобы перейти через какую-то боль, новые переживания, а потом вы придете на новый уровень. Так что, если вы хотите учебный центр, это ничего страшного нет. Когда дело касается учебного центра и так далее, большое значение имеет именно методика. У вас должна быть крутая методика. Без методики учебный центр не работает. Потому что он должен быть полезный, ценный вещь. Понятно, что вам нужны деньги, но самое важное, что вы отдаете другим. Если человек что-то умеет отдавать, у него всегда будут деньги. Когда люди остаются без денег, когда им ничего отдать, когда я говорю что-то отдавать, я не имею в виду, что пойти кому-то деньги отдать, одежду отдать. Нет, вы должны что-то ценности отдать. А под слово ценность вы должны быть нужным для народа. Почему врачу люди платят? Потому что он полезный для этих людей.
Почему люди идут одежду покупать у кого-то? Потому что это нужная одежда привел тот человек, и эта одежда нравится им и так далее. Почему люди покупают у кого-то мебель? Потому что эта мебель им по душе. Это означает, что кто-то позаботился, делал эту мебель, пахал, искал, нашел, день и ночь работал, чтобы эта мебель был в вашем доме, украшал ваш дом. Поэтому научитесь создавать ценности, и вы всегда будете богатыми. Главный секрет богатства научись что-то отдавать. То есть сделать что-то, в чем-то быть профессионалом. Я много раз говорил, если вы помните, создайте рынок, то есть создайте себя, я имею в виду, станьте профессионалом в чем-то вы должны быть суперпрофессионалом, а потом в обязательном порядке создайте свой рынок и масштабируйте свой рынок. Кто-то спрашивает, какой бизнес будет выгодно в Памире? Вау! В Памире? Вау! Там же население очень маленький, но очень-очень высокие горы. Но там есть 4 бизнеса, которые очень выгодны. Одно из бизнесов это туризм. Потому что горный туризм, Памир, он известный по всему миру, очень легко продавать туризм. И сейчас очень много приезжают, приездом через Памир и так далее. И вообще население хорошо знает английский язык, потому что там внутренний туризм мало, но именно иностранцев очень много оттуда приезжают. Так что ты займись туризмом. Первое. Второе, делай какие-то именно производства, внутреннее производство, какие-то там типа батончики, конфетти и так далее. Вот из тутовника, из абрикоса, что у вас там растут. Делай что-то такое и так далее. И это очень хорошо работало бы. Третье, украшения. Там же у вас лали бадахшон, так что делайте много украшений и так далее. Там прямо у вас камни возле река, возможно взять и делать украшения. Можно все бижутерии делать. Бижутерия кучу можно делать, такое колоссальные вещи и так далее. Это очень хорошо пошел бы и так далее. Вот. И, конечно, четвертый есть еще другие. Там, конечно, для них больше денег нужно будет. Это малигейсы и так далее, и так далее. Это самые простые, то, что я говорил сначала. Хоп. Кто-то говорит, как изменить мышление. В последнее время это слово слышу. Начинает какое-то дело, но не идет. Мышление это самое сложное. Фундамент любого дела это мышление. А чтобы изменить мышление, а что такое вообще мышление? Мышление это уровень понимания человека. Один человек понимает по-другому, другой понимает по-другому. Поэтому мышление это уровень понимания человека. Вот. Одна и та же предложение дается два разным людям, каждый будет по-разному понять. Это в зависимости от их мышления. Одна и та же ситуация люди попадают, они видят разные вещи, потому что у них мышление разное. Поэтому мышление это уровень понимания человека. А как его изменить? Надо всегда находиться рядом с людьми, которые больше добились в ту сферу, где вы мечтаете. Вы должны находиться больше времени там. Это один из лучших способов изменить мышление. Среда. Среда быстро меняет мышление. Второе. Я в самом начале нашего разговора сказал, качество твоей жизни будут равно, кто твой наставник. Больше не будет. Это таково правило жизни. Это четко я понял. Поэтому очень важно, чтобы учиться у чемпионов, учиться у лучших. Вот такое. Роза, дети на миллион открыты сколько? Это 21 числа, по-моему, один. Мы в Чимкенте 2 школы открываем, по-моему. Один в Харабулахе, один в самом Чимкенте, по-моему. В общем, надо спросить по графику, туда спросить. Хорошо, если вы в Чимкенте живете, переходите на открытие. Спросите наших организаторов и так далее. Один, по-моему, утром, один вечером, по-моему. Как можно стать вашим индивидуальным учеником? Сначала надо пройти несколько моих тренингов, чтобы я видел, что вы действительно серьезно относитесь к своей учебе, чтобы я мог доверять вам свою жизнь. Потому что дело не в том, что вы платите и идете к нам на индивидуальное учение, а дело в том, что вы забираете у меня мой кусок жизни. А это для меня очень-очень-очень дорогое то, что сейчас в данный момент. Поэтому вы должны пройти несколько тренингов, чтобы я видел, что реально стоит время потратить на вас. Дайте совет стартапу, который не знает, как начать бизнес, что продать
к весне. Шамиль, можешь давать совет? Вот парень просит стартапу, какой совет дадите? Стартапу, в первую очередь, Да. проанализировать рынок, актуален ли он, и найти людей, которые в этом уже разбираются. У нас очень много стартапов именно так начались. Вот я не знал, как на Wildberries зайти. Для меня он как стартап. По сути, мы зашли с тем продуктом, которого там не было. Я нашел парня, который занимается на этой же площадке другим продуктом. Он меня быстро ввел в тему, объяснил. Мы рынок проанализировали, оказалось, что продукт востребованный. За месяц мы сделали такой результат, который в офлайне, условно, мы делали год. Просто я нашел специалиста, который понимает в этом деле. Я думаю, нет такого стартапа, который, нет консультанта, который может помочь или нет. Он тот же наставник, тот же учитель, который может посоветовать, как быстро двигаться в этой стезе. Да. То есть, если вы стартап, найдите того, кто это уже делал, в той сфере, которой вы хотите, и в нем развивайтесь. Самый удобный вариант это так. Кто-то говорит, копил деньги, и сотка сломалась, она не дешевая, деньги на ветер ушли. Теперь боюсь копить. Понимаете, у вас мышление бедного человека. Я сейчас расскажу. Если у вас за поступки человека стоит определенные его убеждения, и за это убеждение стоит программа его в голове. Если вы часто, например, зарабатываете и все тратите, это программа бедности. Если вы зарабатываете и больше тратите, например, человек зарабатывает $100, тратит $150, долг берет, кредит берет, там кредитная карточка, а это берет, туда закрывает. То есть вы тратите больше, чем зарабатываете. Это программа нищеты. Когда-нибудь остаешься нищими навсегда. И самое интересное, что человек это повторяет и повторяет. А есть следующая программа в голове людей. Это что? Они зарабатывают, махом все тратят. Купит вот сотовый телефон, зарабатывает, копит, потом махом опять все это тратит. Понимаете? Это уже, когда жизнь продолжается и так далее, вы будете как на уровне банкротов, на уровне нищих, на уровне бедных людей. А это очень опасно. Есть программа богатства. Зарабатывайте, сохраняйте, приумножайте. Найдите книги и деньги. Там много вещей написано. Стратегия мышления богатых бедных людей. Много чего учится оттуда. Очень колоссальные вещи. Соломон стоит, у моей сестры 1 миллион долги. Как 1 миллион чего? Долларов? Долги, как можно с вами связаться? Это очень для нас важно. Ответьте, пожалуйста, Рабиева. Рабиева, выходите к нам в офис, и записывайте на консультации, найдите меня через моих помощников и так далее. Они вам помогут и добраться, потому что график очень полный. Честно скажу вам, в последнее время месяц, 2 месяца иногда там доходит график до людей. Поэтому постарайтесь, чтобы пораньше вас туда записали. Хочу оставить работу по найму и открыть свое дело, но не решаюсь, так как нет подстраховки по душе на первое время. Заира. Если вы хотите открывать свой бизнес, просто полагайтесь на Всевышнего и начните открывать. Все. Вы, если будете ждать удобный случай, там, когда будут все подстраховка и так далее, поверьте моим словам, этот день не наступит в вашей жизни. Еще 5 лет, 10 лет, ближайшее точно не наступит. Бизнес это не про страховку. Так что... А где страховка? В бизнесе не бывает страховки, это очень намного труднее. Вы должны просто начинать то, что понимаете, то, что делаете. Дорогие друзья, обнимаю вас, до новых встреч. Хочу вам сказать, что 22 апреля у нас форум будут в Туркестане. Добро пожаловать. Вот, возможности, новый взгляд на бизнес в 2023 год. Вот так и называется форум. Приходите, узнавайте, какой шанс у вас есть. Мы будем говорить о тех возможностях, которые актуальны с 2022 по 2023 год, по 2025 год, 2027 год. Будем говорить, какие проблемы вы могли бы превращать в новые возможности для себя. Потому что будет много кейсов, много примеров и так далее.
До новых встреч. Обнимаю вас. Шамиль, родной, большое спасибо. Большое спасибо. Уважаемые слушатели, большое спасибо, что в 1:30 ночи. Вы знаете, у нас очень благодарная аудитория. Я вам очень-очень благодарен. Вы просто замечательны. Никогда еще не была моя история, что 1:30 ночи я провожу прямой эфир, и 600-700 человек слушает. Сейчас в данный момент у нас 570 чем-то человек слушало. Как я сказал, попрощаться потихонечку начало упасть числа. Представьте, 1:30 ночи, прямой эфир, и у тебя больше 500 человек сидят, 500 до 700. Большое вам спасибо за ваше доверие. Я вас очень люблю. Буду молиться за вас, ребята. До новых встреч. Всего доброго. Шамиль, дорогой, до встречи. Всего доброго.